Ассаламу алейкум, всех приветствую, зрителей, подписчиков, гостей канала. Считаю, что нужно записать более обширный ролик, чем я записал в прошлый раз, по поводу ауховского вопроса. Так как много комментариев, людям эта тема интересна, обсуждают. И я очень рад, что в комментариях люди вежливые, и дагестанцы, и чеченцы, друг друга уважают. Этому я очень рад. Что можно здесь сказать? Давайте начнем с того, почему Сталин, этот тиран, поступил таким образом с чеченским народом, с ингушами. Я считаю, что он с ними поступил крайне несправедливо. Может быть, у него была какая-то личная неприязнь, что его мотивировало, что его сподвигло к этому. Та ситуация, что на фронте якобы переходили на сторону немцев против советской власти. Но кто переходил, с ними надо было разбираться. А зачем трогать народ коренной, автохтонный, живущий на своих землях? Зачем их выгонять, изгонять из своих жилищ и отправлять товарными составами не пойми куда, не пойми в каких условиях жить, в антисанитарии, без медикаментов, без нормальной работы, без нормальных средств к существованию. Теперь я вам скажу следующее. В 1945 году, это же было в 1944, в 1945 году Черчилль говорит Сталину: давай разберем Германию на запчасти. Все демонтируем, промышленность, все полностью. Народа не будет, ничего не будет Германии на карте, не будет она существовать. Сталин говорит: гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается. Почему же такой же подход он не использовал к чеченцам? Если он мог сказать, там какие-то определенные чеченцы там, может, переходят против советской власти, но чеченский народ-то ни при чем, он остается на своих местах, он живет, он существует. То есть в одном месте у него в отношении немецкого народа это сработало, он вспомнил про народ, а в отношении чеченцев что-то он не вспомнил. Это самая массовая депортация была. Что-то в районе 700 тысяч человек. Каждый четвертый чеченец умирал. Определенное количество ингушей умирало в дороге, там, во время ссылки из-за этих тяжелых условий. Поэтому тут, конечно, мы должны, дагестанцы, к нашим соседям относиться с пониманием. Потому что, опять же, как я говорил в прошлом ролике, такая же участь могла на нас упасть, но она на них упала. Мы от друг друга далеко не ушли. Мы ближайшие соседи, у нас много схожего. Да, где-то в культурах там какие-то что-то разнится. Мы что-то, может быть, не знаем из чеченского там до конца, да, они что-то не знают, может, какие-то тонкости из нашего. Ну, среднестатистический гражданин, я имею в виду. Я сам своими глазами видел 94-й год, первая чеченская, 6-й год, вторая. Мне тогда было 7-8 лет. Ну, первый, второй класс я ходил. Чеченцы вот такой определенной группой с вещами, сумки, вот что было, на спине что-то. Вот в таком положении они зашли к нам во двор. Я тогда жил в Кизилюрте. У нас во дворе был заброшенный садик. И в этот заброшенный садик они заселились. Там жили, в каких условиях, это я видел то, что сам в детстве. Поэтому это были тяжеленные условия. Поэтому я говорю, что к чеченцам мы должны относиться с пониманием. И то, что говорит Деньга Халидов, там Чечня, до Дербента, вот эти какие-то пугалки, я уважаю Денгу Шахрудиновича. И сейчас уважаю. Это не означает, если человек ошибся, я должен теперь... все ошибаемся. Может, он где-то там поторопился, сказал. И так сильно тоже не нужно эту тему так разгонять, что противостоянии мы с друг другом были. Чеченцы и дагестанцы никогда не были с друг другом в противостоянии как народы.
Да, может индивидуально какой-то конфликт, но это ни о чем. У кого-то с кем-то там конфликт, молодежь. Ну что такое, поссорились, поссорились. А в целом мы никогда не конфликтовали, и я думаю, не будем конфликтовать. У дагестанцев нет более близких соседей, чем чеченцы. Ни по суше, ни по морю. Про море вообще говорить не хочу. То, что это море у нас есть, мы единственное, что смогли с этим морем сделать, это загадить его. Больше ничего. Вот это все наше достижение. Когда они жили в этом разрушенном садике, там не было окон, дверей нормальных, там не было у них нормальных условий жизни. Я к ним ходил в гости, с ними бывал. Там были дети. Ну, такие же, как я, да, мои ровесники, можно сказать. Сейчас мы друг друга увидим, даже не узнаем. В основном там были женщины и дети, и мужиков было поменьше. Мой отец сказал матери, вот этих людей, пускай они приходят, что им нужно, там, вода, постираться, то есть первой необходимости для жилья, жизни человека. Вещи, ты им помогай, там, сколько можешь, прими. Другие дагестанцы тоже помогали, но для справедливости скажу, что помогали не все. Те люди, которые были, так скажем, зомбированы телевизором, то, что все чеченцы бандиты, как может быть народ бандитами? Это же идиотизм. Надо... Такие глупые люди есть, которые верят этому. Я даже слышал, как одна женщина говорила моей маме, вот это там бандиты, туда-сюда. Но мой отец, она ему это рассказала, а он сказал, нет, ты ее не слушай. Делай так, как я говорю. Ну, чтобы их, типа, не пускать. Я же к ним ходил, вот такие маленькие, ну, такие же, как я, карапузики и женщины, да, беженцы. Какие же это бандиты? Это обычный народ, люди, вот как мы народ, такой же народ. И вот они жили там в тяжеленных условиях. В то время пирожок стоил 2 рубля. 2,5 рубля. Можно было, конечно, собраться двором. У нас во дворе были и богатые люди. Богатые дагестанцы, несколько человек было. Они могли, в принципе, и мы по 20 рублей, по 30, по 50 рублей собрать, чтобы этих чеченцев оттуда на квартиры забрать. Это было бы более правильно. И с нашей стороны это было бы благородно. Ну, до таких дел, видимо, мы не додумывались. А что касается земель, те места, где эти люди жили, кого выселили, вот сидит дома человек, к нему приходит в военной форме человек и говорит, все, бросай, бери с собой вещи, одежду, ты уезжаешь. Вот представьте себе, себя поставьте на место чеченцев. Вот приходит сейчас к вам неожиданно домой человек и говорит, все, это бросай, то, что у тебя здесь есть, ты куда-то уезжаешь, не пойми куда. И все, тебя загружают на товарный вагон в полной антисанитарии, где люди просто не толкаются, не помещаются даже нормально. То есть в таком виде тебя увозят не пойми куда, где у тебя нет работы, где у тебя нет знакомых, друзей, где у тебя ничего нет, ни хозяйства нет, все у тебя забрали. Как же быть в такой ситуации? Потом, через некоторое время, ты возвращаешься домой. Ты бы захотел к себе домой попасть? Или у тебя, может, каждый 4-й чеченец умирал в данных событиях? Представьте, каждый 4-й чеченец умер из-за этой депортации. Если я ошибаюсь, поправьте. И теперь у кого-то отец там был, жил. Вы же захотели бы к себе домой вернуться. А вы приезжаете, а там другие люди живут. Это, конечно, неприятно. Это будет обидно любому. Где у него был дом, очаг. А сейчас он пришел, у него там уже его нету. Потому что какой-то царь, Сталин, решил у него это отобрать. Это величайшая несправедливость, которая по отношению к ним проявлена. Но нам, дагестанцам,
Вообще плевать должно быть, что там Сталин думает и вообще кто он такой. Если он с ними так поступил, это значит, он с нами так поступил. Хрущев на 20-м съезде ЦК КПСС что про него говорил? Вы знаете, что Хрущев это был ярый сторонник Сталина. При жизни Сталина посмотрите, что он говорит про него, а потом что делает. Когда Сталин лежал в мавзолее, он же некоторое время там лежал, он пытался любыми путями его оттуда убрать. Даже к Вольфу Мессингу отправлял определенных людей. Сейчас я не буду пересказывать, я как-то в своем ролике это говорил об этом. То есть он хотел от него избавиться, он его настолько ненавидел. Он даже его не любил. С какой стати я или кто-то другой должен любить Сталина? За что? Сколько умерло людей? Я не говорю там по политическим мотивам. Сколько было жертв? Еще добавлю, индустриализация, которая была проведена, и экономический рост, который был с 1930 по 1970 годы в СССР, в 70-е падать начал, она была проведена таким образом, что из сельского хозяйства выжали все соки, уничтожили одну отрасль экономики и перебросили ресурсы в другую. Вот что сделал Сталин. Это все равно, что иметь 30 буханок хлеба, тебе нужно прокормить 100 человек. И у тебя только 30 есть. Вместо того, чтобы придумать, как это организовать, как посеять пшеницу, там аграрные культуры, комбайн там найти, трактор, организовать все это дело, чтобы вырастить хлеб, он берет 70 человек, убивает, правитель, и говорит, все, у меня народ сытый. Мы всегда должны смотреть, когда мы оцениваем. Я знаю, будут сторонники Сталина, которые будут говорить, он победил войну. Он что, какой-то величайший полководец? Нет. Он какой-то выдающийся ученый? Нет. Он вообще не образованный человек. Если, как говорил Жириновский, он к концу своей жизни какой-то опыт имел, но когда он этот опыт получил, он уже умер. А до этого он ничего не знал. Он кем был после этого? Абрек, бандюган. Шалтай-болтай, то туда, то сюда. Всех, кто кругом, уничтожил. Что это такое? Это так разве можно править, всех уничтожать? И вот я такой хороший, правильный, всех запугал. Конечно, Сталина я вообще не перевариваю. Ни Сталина, ни Хрущева того же самого. С ним такая же история была. С ним вот подряд, которые шли, у всех почти одно и то же. Вот история советской власти, как и история, в принципе, Российской империи, если мы будем царей рассматривать, там то же самое. Вот один сменяет другого, и один и тот же цикл продолжается, только немного в перевернутом виде или в другой окраске. И все, больше ничего не меняется. Поэтому про Сталина тут говорить, что его любить, уважать, я считаю, не за что. И памятники ему ставить. Эти памятники тоже будут разрушены. И ставить тоже никто ему их не будет. За что ему памятники ставить? Его мавзолей-то не оставили, убрали оттуда. А Ленин, он до сих пор там. Не заслужил, видимо, находиться рядом с Лениным. Дальше, вот по поводу того, что возвращение аухцев на свои земли. Пишет парень, в комментариях я читаю, он говорит, я из Калинаула, я здесь родился, у меня, говорит, здесь дом, я построил дом, там забор, все как положено. И не знаю, говорит, не знал, что и как. Теперь он, значит, узнает. Теперь, говорит, что мне нужно сделать? Эти 7 соток вот так отдать, оставить? Вот эти вещи нужно, конечно, людям разъяснять. Конечно, просто так оставить никто не говорит. Например, сколько стоит дом? 3 миллиона. Вот тебе, брат, 4. Построй где хочешь. Заодно, потому что у тебя строить время будет уходить. Это все тебе какие-то ущербы, которые ты можешь понести, с компенсацией выдаются тебе деньги, ты строишь в другом месте. Вот так это делается. Потому что те дагестанцы, которые там живут, они такие же братья и нам, дагестанцам, и такие же братья и чеченцам. Поэтому эти вопросы нужно решать во взаимосогласии. Но вопросы эти нужно решать обязательно. Потому что именно вот этот маленький фактор
будет всегда играть на руку тем, кто, в принципе, не любит и чеченцев, не любит и дагестанцев, но будет в глаза улыбаться и чеченцам, и дагестанцам, и, пользуясь каким-то определенным влиянием, административным ресурсом, не знаю, может, какой-то серый кардинал, будет подкидывать эту тему и нам, и им. Им шептать. Посмотри, там дагестанцы что делают, что на вас говорят. Посмотрите, чеченцы что там делают, что на вас говорят. Они у вас, там, наверное, на вас напасть хотят. Я никогда не поверю в то, что чеченцы нападут на Дагестан. Никогда не поверю в то, что дагестанцы будут посягаться на какой-то маленький кусок земли чеченцев. Я лично категорически противник таких дел. Это грязные дела, это ненужные дела. Нужно подумать о будущем, о детях, о внуках, о том положении, когда тебя уже не станет. Не является политиком тот человек, который не умеет мыслить далеко и не видит дальше собственного носа. Мы должны посмотреть, а что будет дальше, что ждет впереди нас. К примеру, в 1999 году в Кизилюрте было сильное землетрясение. И сейчас на всей земле много разнообразных катаклизмов происходит. Наводнение, землетрясение. Если какое-нибудь землетрясение, наводнение или какая-нибудь другая беда постигнет дагестанцев, кто первый поможет? Я думаю, чеченцы первые помогут. Нельзя жить нам, дагестанцам, не имея близкого друга, не имея союзника. Чеченцы нам не нужны. С азербайджанцами там, понятно, у них с турками они друзья, они с нами так особо. Грузины как бы тоже у нас особо там. У нас ни с кем практически нету дружбы. Мы ходим в спортзал, сидим. Я не понимаю, как так жить. И самых близких чеченцев нельзя отталкивать. Я уверен в том, что если провести в Дагестане плебисцит по этому вопросу, то большинство дагестанцев выскажется за восстановление справедливости, за то, чтобы никаким образом не препятствовать в этих вопросах, а даже помогать, поспособствовать чеченцам вернуться в свои дома. Потому что мы бы сами тоже не захотели, чтобы с нами такое случилось. Нужно обладать чувством эмпатии, всегда ставить себя на место другого. Если научимся ставить себя на место другого, то, я думаю, мы быстрее будем разрешать какие-то вопросы. Этот вопрос, я считаю, на сегодняшний день разрешается только одним способом – деньгами. Деньгами и тем людям, кто именно живет на этих территориях, вот Навалакский район и часть там Казбековского района. Эти люди, там есть люди, которые вообще не в курсе, которые историю никогда не читали. Этим людям первоначально надо сказать, что вообще, в чем суть дела. Пускай откроют книжку, почитают. Вот это тоже наша проблема, что мало читаем, мало знаем, мало образованы. А потом, когда наступает проблема, думаем, что делать. Как Александр Аузан говорит, декан экономического факультета МГУ, россиянин открывает инструкцию к телевизору, когда телевизор сломался. Не надо ждать нам, пока телевизор сломается или что-то другое сломается. Сразу прочитать инструкцию и знать, как действовать. Ассаламу алейкум.